Что вообще? Почему загорелся шаттлом? Да, поначалу смотрел это вот видюки, Мгм. выбирал, прям разница была между этим Филдером, Мгм. шаттл смотрел, и Короллу, которая тоже универсал. В итоге на Филдере поездил у друга, вообще не то, не тянет она. Мгм. Это тоже полторашка. Там даже не полторашка, по-моему, там велошаток не 99, это прям... Это у друга я на этой тоже проехал, у товарища тоже, у него 15-го года шаттл. И она бодрее, да, едет конкретно? У него, мне рулежка прям вообще понравилась. Угу. Рулежка, у Honda рулежка это прям вот... На Honda это Сильно. рулежка, это ее, потому что у нее сама подвеска-то, конечно, жестковатая, но она как вкопанная в Прям поворот. У нее тормоза прям вообще отличные. Скорость набирает тоже хорошо. То есть Да. очень резвый. Ну В и принципе, для полторашки моторчик нормальный. интерьер круче, чем в Да, Тойоте. прям намного круче. Блядь, климат-контроль, этот сенсор тоже. А ты, кстати, прошивку на ней еще не обновлял? Нет, еще не обновлял. Вот надо прошивку посмотреть тебе. По идее, вот от прошивки много чего зависит. Она обязательно сделай. Почему? Она, короче, в горку, когда начинает ехать, и с горки, когда начинает спускаться, у нее рекуперация по-другому происходить начинает работать. То есть, и он тебе еще, у него нету затыка при обгоне. То есть, ты вот когда начинаешь на обгон идти, если у тебя батарейка просевшая меньше там 50%, она может так сильно затупить, ну, именно при обгоне, и подвести как бы в этот момент. А когда у нее новая современная прошивка стоит, она не дает этого сделать. Она как бы старается батарею всегда поддерживать в нужном, ну, постоянно заряженной. Ага. Вот эти штуки у нас только две такие были? Да, маленькие две. Две? Две, да. Бля. Че, испугался опять? Ну, если, сука, оставишь. Не, нормально. Там еще большая есть зажим. Ну, У да. них всего 4 зажима-то. Вот. А так, в принципе, как бы, ну, конечно, шаттл. Шаттл это, конечно. Красивая машина. Просто я говорю, Обзоров посмотрел, наверное, весь интернет перекопал. ну вот он у тебя, видишь, то, что релинги дают вот эту красоту, и то, что пороги вот такие какие-то тюнингованные уже. А так, по идее, конечно, если шаттл приезжает такой, ну, бедненький такой, то мне не нравится уже. Уже, вот если вот этого обвеса у него нету, уже он по-другому смотрится абсолютно. Он какой-то такой, жопа, короче, мне у него не нравится. И цвет, от цвета шаттл тоже много чего зависит. Серый цвет вообще не смотрится. Вот. Серый, да. Мне вот такие Мне темные белый тона. тоже, мне вот темненький нравится, да. Ну. Вот у меня вот товарищи белый, ну, вся морда тоже. Сразу агрессивно начинает смотреться, но. Ну, хотя с тряпкой будешь бегать, конечно. Ну да, с тряпочкой придется побегать. Да. Ну что, ребята, в общем, сейчас будем менять масло, заливать сюда ДВ1. Бачки сейчас посмотрим, что там у него залито. Ну, скорее всего, еще, наверное, своя жидкость 5P8. Ну да, тут видно, что японец, что ли, тут чик-чик. Что там? Рисовал, что-то помечал? Плюс-минус или что? Да не, это не японец, это уже наши местные. Что-то лазили туда. Японцы так не делают. Че, масло заливаешь какое? Ты съел 0,20 стоит? ТСЛ, да? Ну, в принципе, Была там пару тысяч назад. масло очень хорошее ТСЛ, ага. Пойдет. Но оно гибридный или обычный самый? 0,220? 0,20 обычно. Обычный, да? Да, в принципе, то, что гибрид, не гибрид, пишется на банках масла, это по сути, ну там они присадочку какую-то добавляют. Но мне кажется, больше это маркетинговый ход. Да, оно чуть-чуть дороже, это масло. Заслонка у нас в 100% заедании. Коэффициент заедания 100%. Сейчас будем чистить. Сейчас Макс вот ее откручивает. Посмотрим, что будет. Грязная, скорее всего, жестко. Сейчас сделаем по ней комплекс. Заменим жижи. Почистим дроссельную заслонку. Откалибруем дроссель. Откалибруем коробку. И ротор электромотора тебе будем калибровать тоже. И она у тебя вообще по-другому будет ездить. Пинки пропадут, рывки. Смотрел тоже, да, ребята, там не было после этого разницы. Да. Вот все, кто приезжает, я поначалу вообще первые машины отпускал, только сам садился, человек прокатится там километра 2, он уже сразу ощущает, говорит, вообще по-другому едет. Да, конечно. Вот Максу мы прошивку на фита поставили 2018 года новую. Вот. Потом парень у нас тут Кискил приезжал, тоже ему навезили, поставили прошивку. Ну, ему еще и обслуживание сделали, подшипника сразу. В общем, нормально, шпарим по хондам, стараемся делать нормально.
По сути, в этих автомобилях пока только обслуживание. Ну и не доводить там двигатель до плохого состояния. В принципе, на шаттле форсунки, по-моему, обычные, не высокого давления. А вот уже на визелях идут высокого давления, непосредственного впрыска форсунки. Ну, я тебе тоже советую вот такую штуку. Тоже профилактику себе делай. Раз в 10 тысяч ее заливай в бак с 98. И перейди, наверное, все-таки на 98. Да, почему? Потому что у нас в Якутске плохой. Может быть, у себя там на родине. Надо сейчас начала просто баловаться с бензином, многие заметили. Да? Многие Присадки много добавляет да, или что? присадок добавляет бензин, улетает просто как не в Ну, себя. ну, может быть такое. Может, там повышенный наоборот Вот будет, у меня да? даже и товарищи, кто ездит, Мгм. работает у друга, у него этот Румион, Угу. жена, и он, и жена ездят. Начали замечать такое, да? Прямо уже последний месяц, может быть даже чуть поменьше, но прям в трубу улетает бензин. Угу. Если раньше, скажем, заливали полбака, хватало там Ну, на 2, то сейчас максимум 1,5. Может быть. Почему? Потому что, наверное, на зимнем завозе тяжело им приходится с бензинчиком. Они больше присадок туда хреначат. Такое возможно. Ну, а так, конечно, по идее, ему нужен именно 98-й октан примерно. Чуть ниже делаешь, у него клапаночки начинают брякать потом. Вот у нас приезжают машины, многие уже с клапанами побрякивают. Я говорю, сразу спрашиваю, какой бензин. Говорит 95-й всегда. И всегда брякают клапана. Ну, тут по сути каждые 50 тысяч регулировка клапанов должна быть. Но это регламентная, да. По идее, у Honda это так и есть. Ну, Чистил, да? Нормально. Выработки Нормально. нету еще? так, маленькая это Чуть-чуть, да? Чуть-чуточка. Че, в бачки еще не заглядывал? Ах ты, зараза. Обновляем жидкость тормозную. Вот такая чистенькая, как слеза. Вот залили почти литр, вогнали. А была она просто жесть какая. Вот Макс. Да, это точно. Вот такая мазута была конкретная. Причем машина 2016 год. Жидкость не менялась с завода самого, скорее всего. Так что, ребята, приезжайте, поменяем жидкость тоже. У кого шаттлы, у кого визеля. Вот, кстати, я заметил, на Хондах очень сильно жидкость черная всегда. Почему-то приусы приезжают, у них тоже пробег, ну, как бы и пробеги большие. И года там десятых где-то примерно. Ну, видать, они, скорее всего, приусы во Владике обслуживались. Да, скорее всего, у нас. То есть, по сути, она полегче машинка. Приус, что ли, в чем-то. Ну, то есть, Honda, если еще только-только начали, научились делать. А там, видать, гибрид-сервисы, приусы уже с десятых годов уже шпарят. Поэтому меняли жидкость. Принудительно, видать, уже заставляли даже. Ну, ничего, и Honda обновятся постепенно. Идет процесс обучения холостого хода. А стоит она на 200. Скажешь свои ощущения после калибровок, после замены масла, после как тормоза, жидкость поменяли же. А надо было туда ехать. Ну, ладно, прокатись чуть-чуть.
сейчас. Чувствуется? Прям она Сразу просто намного едет и все, лучше, да? да? У нее даже вот сейчас там полосы даешь. Прям вообще хорошо идет. Без рывочков, без всего. До этого, то есть небольшие такие пиночки были. Ну, тык-тык-тык, чувствовал, что переключает. Да, то, что чуть-чуть переключает, были такие пинки. 80 уже идет спокойно. Сейчас уже прям вообще хорошо идет. Назад прям хорошо, потом поплавнее стали. Сейчас с ланчем все ошибки скинем. И все, в принципе. Там пару ошибок у тебя по электрике висело. Сейчас мы их просто уберем. Вообще отлично становится. Ну вот, езди, кайфуй. Теперь у тебя Honda, нормальная Honda. Это Honda с большой Да, буквы. да. И когда она не настроенная, конечно, она не так идет. Не так едет она. А туда паркую я пока. Быстро возьму, зацеплю. Вот тут стой. Стой. Вот приехала к нам вот такая машинка интересная. Первая. Suzuki Ignis называется. Маленькая машинка. Сколько у нее объем? 0,5, наверное, вообще, да? 1,3 даже. Она, в принципе, как вид получается. Такой вот вид у нее. Так вот. Ignis. Гибридный. Вообще ни разу не видел в городе такие тачки. В принципе, гибрид сделан по ходу в формате литий-ионной батареи. Движочек 4-цилиндровый 1,3. Ну, доступ у него, в принципе, хороший. Свечки, все можно обслуживать легко вообще. Коробка, я так понял, вообще простой. Даже щуп есть. Это, походу, автомат даже обычный. Это даже не вариатор. Хотя надо про него почитать. Возможно, что и вариатор. Ну и все, в принципе. Больше тут ничего такого особо нет. Клиент жалуется, что холодная машинка. Я думаю, антифризы, либо воздух где-то, может быть, еще сидит. Вот. Меняем масло в 20-ке. Короче, сделали ему эндоскопию. Двигатель, в принципе, в нормальном состоянии вообще. Ханинговка имеется. Нагара очень мало. Ну, в следующий раз, следующую замену масла мы ему немножко раскоксовочку сделаем легкую балеркой. Ну, а так, в принципе, автомобиль классный. Здесь у нас масло. Автобакс вот достал. Будем его заливать. Макс уже фильтр прикрутил. Все подготовил. Фильтр японский поставим. Нитто. Хорошие фильтра. Что еще здесь, в принципе? Вот такие работы. Антифриз поменяли. ТСЛ залили на минус 50. Вот такой вот. Вот. В инверторе был 30-й залитый. Сейчас уже можно ездить, не бояться, что что-то замерзнет. Как-то так. Так, на диагностику к нам заезжает Nissan Note E-Power. Такой вот автомобильчик. К автомобилю всего 60 472 километра. Такой вот автомобильчик. Технологичный, крутой. Мультируль. Камера. Здесь тоже камера. А комплектация это не самая бедная, я так понял, да? Ну да, средняя. Средняя. Вот у него вот такой вот рычажок технологичный. Коробка самая простая, редуктор. Drive мод стоит. Drive мод это типа кнопки Power, наверное, да? Режим спорт, режим эконом и Ага. обычный. Круто. И пониже, ну как. Енотик это, конечно, что-то с чем-то. Так. Сейчас вот читаем ошибочки, смотрим. Так, автоматический поиск. Ну
Вот такая камера. Она постоянно, получается, можно ее врубить в Да, этом. врубить можно в это И ездить, да? Да. А, нифига. Тут у него боковые камеры, круговой обзор. И дублируется тоже вот сюда можно. Прикольно. Угу. Крутая машинка. Маленькая бешеная табуретка. Ага, на турика порвет, мне кажется. На электротяге должна. В общем, что хочу сказать по машине. Машина, в принципе, в нормальном состоянии. По батарейке, по всем моментам. Ну, тут чуть-чуть антифриз надо будет поменять. И по помпе чуть-чуть она завышенную температуру подает. Ну, в принципе, все на этом. Двигатель работает нормально у него. Двигатель, ни подтеков нет, ничего. То есть работа двигателя вполне себе нормальная. Машина, в принципе, в хорошем состоянии. По батарейке ошибок нету. По двигателю были ошибки. Это связаны были ошибки с установкой сигнализации, скорее всего. То есть не сброшенные старые какие-то коды. Код U1000-01, по-моему. Но в принципе это ошибка потери скан. Ничего такого серьезного, чисто по электрике. Вот и все. Так, в принципе, машина хорошая.